Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Яхшемурадов победил Энгли Каса на Беллатор 292. В Туркменистане собрали более 3 миллионов турецких лир для пострадавших от землетрясения в Турции. Си Цзиньпин переизбран на должность председателя КНР и другие новости. На проходящей в китайской столице первой сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва Си Цзиньпин переизбран на пост председателя КНР. Решение принято единогласно. С переизбранием председателем КНР на третий срок Си Цзиньпина поздравили национальный лидер туркменского народа, глава Халк-Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Боец из Туркменистана Довледжан Яхшемурадов победил литовца Джулиоса Энгли Каса на турнире Беллатор 292. Бой продлился 3 раунда. Яхшемурадов выглядел точнее в стойке и лучше в борьбе. Он выиграл со счетом 3-0 по тейкдаунам и записал в свой актив почти 2-минутный контроль в партере. В связи с этим судьи единогласным решением отдали победу бойцу из Туркменистана. Свыше 3 миллионов турецких лир было пожертвовано гражданами Туркменистана и Турции в Туркменистане для пострадавших от землетрясения, произошедшего 6 февраля. Об этом сообщил посол Турции Тоган Орал в своем заявлении для прессы. Дипломат также рассказал о получении и распределении гуманитарной помощи, направленной Туркменистаном в район бедствия. 18 марта в Туркменистане состоится всенародная акция по посадке деревьев. В этом году по всей стране планируется высадить 3 миллиона саженцев различных деревьев и винограда. Из них 1,5 миллиона будут высажены во время весенней озеленительной кампании. Зеленая кампания в Туркменистане проводится 2 раза в год. Пассажиры, летящие из Туркменистана в Китай, должны будут предоставлять при посадке на самолет справку об отрицательном ПЦР-тесте на COVID-19, говорится в заявлении на официальном сайте туркменских авиалиний. Авиакомпания «Туркменистан» с 19 марта 2023 года возобновляет регулярные пассажирские перевозки по маршруту Ашхабад-Пекин-Ашхабад. Пассажиры без справки об отрицательном ПЦР-тесте сроком не более 48 часов не смогут попасть на рейс. Житель города Таджен-Ахалского вилаята Туркменистана Ахмед Аликперович Ахмедов отметил 9 марта свой 101-й день рождения. Долгожитель сохраняет ясность ума, доброе здоровье, а главное – желание наслаждаться жизнью. Как рассказала корреспондент Туркменпортал внучка Ахмеда Ага Алина, дедушка многие годы неизменно следует нескольким правилам. Совершает ежедневные пешие прогулки, не ест вечером и не употребляет в пищу мясо, а на завтрак отдает предпочтение кашам. Также с уважением относясь к медицине, он не принимает никаких лекарств, считая, что здоровый образ жизни – самые лучшие помощники. Первая женщина-пилот из Таджикистана Татьяна Афентьева налетала более 1000 часов. В 2011 году Афентьева начала свою трудовую деятельность в качестве бортпроводницы. Частью таджикистанской авиакомпании Somon Air она стала в 2020 году в должности второго пилота, выполняя учебные рейсы. 18 июня 2021 года она совершила свой первый самостоятельный полет по маршруту Душанбе-Ташкент-Душанбе. Татьяна Афентьева отучилась на пилота в Сасовском летном училище гражданской авиации в России, успешно сдав все экзамены и итоговые практические летные проверки. Сегодня она является квалифицированным пилотом, выполняющим международные полеты на самолетах типа Boeing 737 Next Generation. В графике Татьяны регулярные рейсы в Москву, Дубай, Пекин, Мюнхен. Баскетболист Майкл Джордан признан самым высокооплачиваемым спортсменом в истории. За свою спортивную карьеру Джордан заработал $3,3 миллиарда. Вторым в списке самых богатых спортсменов в мире стоит гольфист Тайгер Вудс. Его состояние равняется $2,5 миллиардам. На третьем коллега Вудса Арнольд Палмер с $1,7 миллиарда. Международная федерация хоккея с шайбой обнародовала даты и время начала матчей чемпионата Азии и Океании среди юниорских команд, который пройдет с 11 по 17 марта в Улан-Баторе. Борьбу за трофей проведут Туркменистан, Узбекистан, Таиланд, ОАЭ, Монголия и Иран. Первую игру юниорская сборная Туркменистана проведет 11 марта против команды Узбекистана. 12 марта туркменские хоккеисты сыграют с Таиландом, 14 марта с ОАЭ, 15 с хозяевами чемпионата Монголией и завершат турнир с 17 марта матчем с Ираном. На сегодня это все. Со всеми новостями вы можете познакомиться на сайте Туркменпортал и на наших официальных страницах в социальных сетях. Всего вам доброго и помните, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.